8 декабря. Пирамида. Под овации студентов и преподавателей памятник Льву Николаевичу открывают во дворе его родного университета. В этом году весь мир отмечает 190-летие писателя. В казанском Альма-Матер 2018 посвятили Толстому. Толстой, он не только яснополянский, он еще и казанский, конечно, поскольку свое писательское будущее определил именно здесь, в стенах Казанского университета. Он об этом написал. Лев Николаевич, хотя наверняка в те годы его называли здесь просто Лева, был студентом Казанского императорского всего пару лет. С учебой у него не очень заладилось. Хотя, знай, великий русский писатель, как его в этих стенах будут чтить через 150 лет, все могло бы, возможно, и перевернуться. Лев Николай Толстой. Севастопольские рассказы. На татарском, французском и даже китайском произведения Льва Толстого переведены на десятки языков, хотя студенты предпочитают оригинал. Развитие русской культуры это именно Лев Толстого, это очень важно. Через Толстого ты русскую культуру изучаешь? Да, правильно, да. Как начинался роман «Война и мир», так сегодня и началось подведение итогов года в честь Льва Толстого в КФУ. Диктант, это и были различные чтения, произведения. Это все фокусировало внимание на нашей истории через жизнь и деятельность Льва Николаевича. 2018 год Льва Толстого и в республике. И этот опыт используют через 10 лет, когда весь мир отметит 200-летие писателя. Может быть, символом следующего десятилетия Толстого станет именно эта фраза: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Те заделы, которые сделаны сейчас, они точно не пропадут. Они как бы станут фундаментом подготовки к этому глобальному отмечанию всем миром 200-летия Толстого. О сохранении наследия классика русской литературы праправнук Льва Николаевича сегодня говорил с президентом республики. А главная тема беседы Владимира Толстого уже с Фаридом Мухаммедшиным – язык писателя. Он у Льва Николаевича остается актуальным и через века. Салават Ухмадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.